Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что происходит в его жизни, что с ним происходит. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь мысленно либо вслух к нему, задайте ему этот вопрос. Мой милый, дорогой, что с тобой сейчас происходит? Что происходит в твоей жизни? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что происходит в его жизни? Хаос происходит в его жизни. Здесь мужчина просто вот уже загнался. Мужчина как юла крутится, вертится, голова кругом. Слишком много забот, слишком много дел. С деньгами у него что-то не ладится. Какие-то финансовые, то ли потери у него пошли, то ли проблемы в заработке. Денег стало однозначно меньше, и чтобы их заработать, нужно больше телодвижений совершить. Ну, либо его кто-то на деньги кинул, и теперь он пытается как-то восстановиться, либо восстановить справедливость, свое себе вернуть. Да, тяжелое положение, тяжелая ситуация. К вам у него фонтан чувств и эмоций, и много страхов по поводу вас. Смотрите. Как будто бы мужчину со всех сторон обложили, да, и в любви прям что-то не то, с вами что-то не так, и с деньгами прям все туго, плохо, невыносимо. Какая-то женщина виновата, что у него такие проблемы. Проблемы с вами и проблемы с деньгами, да, с материальным. Здесь рука женщины. Женщина что-то сделала. Знаете, как будто бы либо сглазила, либо порчу на него навела, а может, приворот сделала. Неудачный, и он как порча сработал. У этого бедного мужчины прям все в один момент как будто бы разрушаться стало. Вижу, что и вы им очень недовольны. Недовольны, что он мало времени вам уделяет. Недовольны, что он вечно там на работе занят, что подарки вам не делает, либо никуда вас не выводит, да, как раньше, в хорошие места. Видите, вы тоже от него такая в полоборота стоите. И деньги ушли, карман пустой, кошелек пустой, и вы в полоборота развернулись. А знаете, как он этого боится? До слез, девочки, до слез боится, что вы его оставите и бросите. Потому что у него к вам целый фонтан чувств и эмоций. Вот настолько любит, настолько вы желанны, настолько вы нужны, манка, сладко. С вами прям жизнь в удовольствие, в кайф. Вот, если еще и вы отвернетесь, то он этого просто не переживет. На вас как будто бы, ну скажу так, наверное, пафосно, но тем не менее вот показано, как будто бы свет клином сошелся на вас. И если еще и вы отвернетесь, то этот несчастный мужчина, он просто потеряет все и сразу. Ну, проблемы с деньгами — это не первые, не последние. Он знает, как справиться. Да, ему потребуется время, потребуется больше работать. Он справится. Он такой, он сам себя вытянет в деньгах. А вот если с вами что не так пойдет, то, опять же, девчонки, это удар по причинному месту. И это такая адская боль. Опять же, если он потеряет смысл в жизни, то и деньги ему будут не нужны. Понимаете, тут как круг замкнется. Не знаю, чем он тут вас так сильно обидел. Либо и правда вы немножко разочаровываетесь тем, что он сейчас не платежеспособный, либо тем, что он так мало времени вам уделяет.
но тем не менее вы им точно недовольны. А может быть, это действие той порчи, которую эта женщина навела, да, что и деньги у него закончились, пропали, и что вы от него отвернулись. Запросто может быть, запросто. Вы повспоминайте, не было ли вам каких-то знаков, не снились ли вам какие-то странные дурные сны, не было ли каких-то вспышек гнева вот на ровном месте на этого мужчину. Ни с того ни с сего раз тут разозлилось, разнесло. И вы такая: ох, попадись ты мне, сейчас я тебя тут сверну, бараний рог. Запросто может быть, запросто. Так, ну давайте с этой женщиной разберемся. Зачем она полезла, что хотела. Понятно, что вы все разные, у каждого будет своя ситуация, но вижу, что эта женщина хочет этого мужчину держать при себе. То есть, возможно, это ваша соперница, возможно, это ревнивая мама, да, которая такая: нет, не отдам сыночка. Как-то я его для себя рожала, да, для себя растила. Зачем я свою эту ягодку-то отдам? Не отдам, нет, нет, мой. И вот для того, чтобы разлучить вас с мужчиной, она даже готова была пойти на эту порчу, даже во вред ему, но лишь бы он вам не достался. Ну, если соперница, то понятно, да, у соперницы ума там, видно, не достает мыслить масштабнее. И вот она решила, как: не доставайся же ты никому, да, если не мой, то ничей. Длинные руки у этой женщины. Вот явно она имеет к нему доступ. Явно она имеет возможность ему что-то и принести, поднести, подкинуть. И чем-то его накормить, опоить. Вот есть такая у нее возможность. Мужчина этой женщине доверяет. То есть он не ищет, как не то чтобы не ищет, он не чувствует в ней подвоха. Но порча либо сглаз здесь вот явно налицо. Да. Враг внутри его дома, получается, либо вхож в его дом. Так мне идет. Знаете, девочки, вам нужно, конечно же, с этим что-то делать. Тут мужчине либо оберег нужно дать, либо вам нужно в его дом войти. Причем войти и почистить, либо войти и какой-нибудь защитный амулет принести, да, чтобы порча на него не действовала. Ну и, конечно, нужно эту женщину гнать. Если это соперница, если это конкурентка, то нужно ее гнать. А если это его, допустим, мама, то нужно мужчину, наверное, изымать из той среды. И, скорее всего, вам нужно съезжаться и проживать вместе. И так, чтобы от мамы ничего не брать. И чтобы мама, так, знаете, не сильно часто к вам приходила. А если приходит, то нужно прям за ней смотреть в оба, чтобы она случайно какую-нибудь действительно порчу не подкинула. Да. Далеко эта женщина от вас. Я так понимаю, что вы не общаетесь, не соприкасаетесь. А вот она с мужчиной прям совсем рядом, близко. И знаете, что самое противное? Вот она видит, что у него сейчас проблемы, что он бедненький мается, да, вот деньги закончились, с деньгами проблемы. И она даже никак не связывает то, что она сделала, с тем, что у него сейчас проблемы. Но вот вижу, что она винит вас, и еще этому мужчине так и говорит, что это с тобой случилось, потому что ты с ней связался, она тебе неудачу несет. Вот видишь, да, когда мы были вместе, либо, ее не было, типа вас, то все было хорошо. А вот она появилась, теперь у тебя все плохо. Либо это аргумент для мамы, либо аргумент для соперницы такой. Да, девчонки, вам не отдаляться нужно, если вы его любите, а наоборот, его к себе приближать, спасать его, из того места забирать, где он сейчас находится, из того круга общения его извлекать, в котором сейчас он проживает. И это важно, девчонки, просто важно. Еще здесь такой момент показан, что мужчина к бутылке стал прикладываться. Может быть, он у вас там малопьющий, может быть, вообще не пьющий был. Но из-за всего этого ужасного стресса он даже может выпивать больше, чем обычно. Как в алкоголе, ищет успокоения, хочется забыться, да, от всех этих бед и проблем. Так что, мои хорошие, на вопрос, как он живет, что в жизни у него происходит, ответ очевиден. Плохо, плохо. И, мои хорошие, если вам кажется, что мужчина вас намеренно избегает, либо сделал выбор в сторону другой женщины, это опять же действие порчи, либо сглаза.
на самом деле он только лишь вас любит, только лишь о вас думает и мечтает. Ему очень сильно хочется, чтобы вы были вместе, чтобы вы друг друга обнимали, целовали, проводили время. Ему хочется тратить на вас деньги, ему хочется вас радовать. Но, видите, с деньгами сейчас у него плохо, туго, я бы даже сказала. И, кстати, возможно, он вам что-то пообещал и не выполнил, да, там, материально помочь, либо что-то купить, и вы на него так обиделись, отвернулись. Девчонки, если была такая возможность, он, наверное, бы душу продал. Но никто не берет его душу, и денег у него, правда, нет, и неоткуда взять. Да, возможно, он там уже накопил порядочно там, долгов, кредитов, и теперь вот, правда, бегает как ошалелый, пытается денежку заработать, пытается как-то более-менее решить свой материальный вопрос. И если вам кажется, что мужчина с кем-то вам изменяет, то вы абсолютно не правы. Вы у него одна единственная, и никакая другая женщина ему не нужна. А то, что есть женщина рядом, опять же, может быть, это соперница, которая постоянно приходит, навязывается. Может быть, действительно ревнивая мама. То есть нет такого, чтобы он и с вами, и с кем-то. Нет. Вот вы у него одна единственная на уме. Смотрите, мужчину мне показывают очень деятельным, очень активным. И вот эти его проблемы с деньгами где-то к середине месяца начнут решаться. Пусть не все, пусть не сразу, но тем не менее станет полегче, попроще. Опять же, я так понимаю, праздники скоро, да? И тут мужчина старается, рвет и мечет землю, там пашет и взад и вперед для того, чтобы, наверное, какой-то вам хороший подарок сделать, чтобы классно с вами встретить праздники. Вот, представляете, как ему нелегко? Если вы задаетесь вопросом, где он, с кем он в работе, он на работе, он в делах, и ни с кем он там не общается, любовь ни с кем не крутит, это 100%. Вот. То, что не появляется, но что ему приходить, с пустым карманом светить, он боится, что вы в нем разочаруетесь. Но есть вещи, о которых он стесняется говорить, да, стесняется говорить о своем материальном положении. Если вы скажете, да мне ничего не надо, пусть приходит, но он у вас не альфонс, явно не альфонс, и на ваше он жить точно не станет. Он себе этого просто не позволит, не простит. Поэтому, девчонки, в принципе, характеристика у мужчины хорошая. Вот если бы он поменьше с этой женщиной как-то вот доверительно общался, может быть, и все бы идеально было. Вот. Он у вас замороченный, он у вас в делах, в работе. И надо понять, принять, простить. Вот, нет другого пути. Но, опять же, если вы понимаете, что вы не такого мужчину хотите, тогда не морочите ему голову, скажите, как есть. Вот. Потому что он хороший мужчина, он заслуживает любви. Мне так идет. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.